Крымско-татарская редакция Первого крымского телеканала превзошла российскую пропаганду. Во вчерашних новостях журналисты утверждали, что лидер Меджлиса Рифат Чубаров применил силу к муфтию Крыма Эмирали Аблаеву. Прямой речи самого муфтия не было, однако на его портрете начитаны якобы его слова. Без видео, без фото и без всяких свидетельств о якобы нападении на муфтия. Работники пророссийской крымско-татарской редакции рассказали детективную историю. Эмирали Аблаев спасался и таки вырвался из рук Рифата Чубарова и Ленура Ислямова в одном из отелей Анкары. Цитату одного из представителей свиты муфтия, опубликованную на провластном сайте Крыминформ, выдали как комментарий Эмирали Аблаева. В ход пошли не только словесные угрозы в мой адрес, но и практически физическое воздействие. Однако, благодаря сплоченным и дружным действиям сторонников, нападавшим Чубарову, Ислямову и другим, пришлось спешно ретироваться ни с чем. Крымско-татарской редакции удалось превзойти даже своих коллег. Русскоязычные новости того же канала ограничились зачитыванием официальной лжи с информационного агентства. Как сообщает Крыминформ, со ссылкой на источник в Духовном управлении мусульман Крыма, препятствовать разговору Чубаров пытался физически. Оригинальной в освещении встречи председателя Меджлиса и муфтия подошел российский канал НТВ. На экране появился якобы свидетель нападения Эдуард Хачукаев. Чубаров ворвался и своим весом надавив, закрыл дверь и остался один на один с муфтием. Рифат Чубаров, которого российские СМИ обвинили в нападении на муфтия, еще вчера рассказал свою версию. Он подтвердил встречу в отеле с Эмирали Аблаевым. Разговор длился полчаса, прошел мирно. В пресс-службе муфтията уверяют, информацию на провластном канале не видели, инцидент с участием муфтия не подтвердили и не опровергли. Я пока не могу ничего прокомментировать, потому что они не вернулись. Я лично не присутствовала, не знаю, как проходил инцидент. Когда они вернутся, можно будет, думаю, поинтересоваться у них. Если господин муфтий такое манипулирование с ним оставит без ответа, то тогда нам придется сделать вывод о том, что его положение аховое, и он полностью не только контролируем, но и манипулируемым ФСБшниками. Получить комментарий самого муфтия не удалось. На звонки он не отвечает. Эльвина Седулаева, Наталка Калинка, Эльдар Исматов, Заман, АТР.